Чтобы стать тренером, нужно огромное желание в первую очередь. Это мечта моего детства. Диагональная передача на его место. Да, да. Я с ними, я с ребятами и как друг, и как тренер. Если восприятие ребенка сработало, и он старается сделать то, что от него просит тренер, то это уже невероятно огромный плюс. Давай, подходим, ребят. Чтобы стать тренером, нужно огромное желание в первую очередь. Это самое главное. Желание, желание, желание. Именно работать. Не просто стать тренером, а именно быть тренером, чтобы было огромное желание. Пришел я в 7 лет на футбол. Привели меня родители. Первая тренировка проходила вот здесь, где стоят сейчас ворота. Тут была искусственное поле. Я пришел, первая моя тренировка. Мы с родителями шли вот здесь навстречу. И встретили тренера, сказали выйти нам сюда. И сразу начал тренироваться. 10 минут. Тренер сказал: отдыхай, сейчас будет другая группа, будешь заниматься там. Вот так вот прошла моя первая тренировка. Самый такой, наверное, футбольной карьеры, который мне, наверное, на всю жизнь в моей душе остался, это когда я находился в Рубине в команде, то мы поехали на трехнедельный сбор в Испанию, в Мадрид. И играли товарищеские матчи. И сыграли с командой Реал Мадрид, молодежной командой, юношеской командой. И вот, наверное, то, что забил Реал Мадриду гол, это самое такое, которое у меня постоянно в моей футбольной карьере. Как-никак, гранд, топ, хоть и юношеская команда, но все равно забить такой команде, еще и там, в Мадриде, останется в душе на всю жизнь. Тренировать я начал из-за состояния здоровья, пришлось бросить игровую карьеру. До последнего не смирялся, рассчитывал, надеялся, работал, но пришлось. Очень тяжело, конечно, все это удалось, но спасает то, что именно попал в эту структуру. В эту структуру попал, не просто так, просто попасть работать тренером, а именно это была мечта моего детства. Постоянно говорил себе, не стану футболистом или еще что-то. Мечта с детства моя была это быть тренером. У меня даже был такой эпизод в жизни. Был перелом левой плюсневой кости. И находился когда в Казани, на базе жили на 4-м этаже. А сразу с нашей базы, выглядываешь с окна и сразу поле. И во время тренировок садился на подоконник, и каждую тренировку, которая была на протяжении этого времени, пока я был травмирован, я все записывал в тетрадку. Но мне это было очень интересно. Тренера у нас были там испанцы. И мне нравилось их подход, как они многому очень сильно научили, их подход как в футболе, так и в быту. Здесь передача, уход вместе с мячом, диагональная передача на его место. Да. Мне очень сильно нравится объяснять, говорить людям, доносить то, что знаю я. И сам постоянно учусь, общаюсь с тренерами. И этот момент для меня очень многое значит. Я очень сильно рад, что я попал именно в вот эту структуру, начал работать тренером. Как нужно это сделать? Здесь нужно взорваться. Пошли, Давид, захлёст. И вот здесь взорваться и поймать. Один спереди, другой сзади пробежал. Вот этот момент нужно ухватить.
В этой деятельности помогает, как ты, я же еще раз повторюсь, это все желание. И каждый день учиться чему-то новому. Каждый день учиться чему-то новому. А если именно в этой работе не отдаваться, не просто приходить тренировать, да, а именно чтобы было желание работать, чтобы не хотелось покидать футбольное поле, чтобы не хотелось, чтобы заканчивалась тренировка. Больше чему-то новому обучать, говорить, самому учиться. Вот тогда, я думаю, можно стать тренером. Сложность работать с детьми, она есть. Это от нее никуда не уйдешь. Ты каждого ребенка должен постараться расположить к себе. Каждому ребенку должен уделить столько внимания, сколько нужно, чтобы самое главное донести до ребенка то, что ты хочешь от него увидеть. И если ребенок это понимает, но не получается, это уже очень огромный плюс. Это самое главное, можно сказать. Если восприятие ребенка сработало, и он старается сделать то, что от него просит тренер, то это уже невероятно огромный плюс. Внутри происходило такое, неужели я начал делать то, что это мечта моего детства. И вот эти все ощущения просто нереально приятные, когда ты добиваешься, можно сказать, не добиваешься, а делаешь то, что ты мечтал быть с детства тренером. Основной мой год считается 2010 год, работаю с детьми, детям по 7 лет. Есть команда 2003 года. Главный тренер этой команды Варзиев Тамерлан Эльбурсович. Это когда только я начинал здесь свою работу, я начал помогать ему. И также продолжаю работать с этими детьми. Конечно, разница велика, когда детям 14-15 лет, понимают, что ты от них требуешь, уже возраст, а здесь 7 лет. Ребенок хочет побаловаться, пошутить. Те, кто помладше, этот материал, который ты будешь строить сам. Вот эта работа, конечно, интереснее. Когда ты с 7-6 лет выстраиваешь команду, обучаешь их всему. Конечно, этот материал намного интереснее, но работа труднее. Я с ними, я с ребятами и как друг, и как тренер могу пообщаться на разные темы. Это и есть тренерская работа. Тренер в первую очередь это педагог. Это не то, что он выводит команду на поле и обучает каким-то футбольному мастерству какому-то. Да, тренер в первую очередь это психолог. Он должен смочь расположить к себе ребенка, футболиста, донести до него то, что он хочет от него видеть. Конечно, может многое не получаться, но самое главное, чтобы ребенок понял и старался это делать. Вот это самое главное.